сложном, а важном и интересном в программе «Абхазский путь». Мои гости – обладательница феноменального колоратурного сопрано Кристина Эшба. И замечательная джазовая певица Тамара Воронова. Кристина, кто открыл ваш чарующий голос? Спасибо большое за комплимент. Мой чарующий, как вы сказали, голос — это Господне провидение, наверное, потому что я была отдана родителями в музыкальную школу, так как они увидели во мне какие-то способности по классу фортепиано. Я играла, училась, осваивала музыкальную грамоту, и однажды состоялось мероприятие, когда я аккомпанировала певице. Я сидела за клавишами, аккомпанировала певице. И я так сильно впечатлилась этим звуком, я не смотрела на клавиатуру, я смотрела ей в рот, на ее одухотворенное лицо. И она была педагогом по вокалу в нашей музыкальной школе. Когда окончился концерт, я полетела за ней по коридору и попросила: может быть, вы прослушаете меня, вдруг я тоже какие-то подобные звуки смогу когда-то издать. Она меня послушала и взяла к себе в класс. Мой первый педагог, Черногорова Алла Иосифовна, вот еще Ну, мне кажется, вы сами себя открыли. Вероятно, да, вероятно. Себя, меня да. в эту сторону просто вот Это повернуло. когда это было? В каком возрасте приблизительно? 13-14 лет. Это не тот возраст, когда можно серьезно заниматься крупным звуком, но она очень аккуратно, бережно начала развивать этот голос. И когда пришло время вот оканчивать школу и выбирать дорогу, там или среднее специальное образование, или высшее, я поняла, что я пойду по вокальному пути. Ну, я продолжаю знакомство с вами. Вот по моей информации, вы родились в Москве. Школа московская, которую вы закончили, интересно очень, номер 888, да, 888-я школа московская, Да. вы ее окончили. Параллельно музыкальную школу имени Гнесиных по классу фортепиано. Верно. Можно сказать, что вы московская абхазка? Ну, наверное... Кто ваши родители? Почему так получилось, что вы родились в Москве, учились там и так далее? Как это случилось? Кто родители ваши? Мой папа родом из Дурипша. Мама русская. Они обосновались в Москве. Мама работала здесь, с туристической отраслью была связана. И они познакомились с папой. Ну, вы себя ощущаете, осознаете как москвичку? Я очень люблю проводить время здесь. В Москве мне тяжело. В основном сейчас молодежь любит мегаполис. Ни в коем случае. Мегаполис. Меня очень тянет домой. То есть я половину зимнюю года переношу очень тяжело, очень депрессивно. И жду всегда весны, чтобы вернуться на сезонную работу домой. Так и интересно. Иметь возможность побыть здесь подольше. Тамара, вы дочь известного ученого, археолога и педагога по фортепиано. Да? Кто определил траекторию вашей профессии? Ну, наверное, это было предопределено вообще изначально, потому что мама музыкант, папа немножко в другой сфере.
Но музыка всегда в семье присутствовала, у всех был хороший слух. Вот у папы не было музыкального слуха, хотя у него был хороший такой звонкий голос, Да, да. а слуха музыкального у него как такового не было. Честно говоря, мне сейчас очень трудно это вспомнить, потому что я считаю, что музыкальный слух вообще развить можно у кого угодно. Да. Всё. Но я, видимо, думаю, что он был неразвитый, либо на это просто никогда не обращалась внимания. То есть официально было так, что у папы слуха музыкального нет, но есть очень красивый и большой звонкий голос. А у мамы очень хороший музыкальный слух, но голоса как такового певческого у нее не было. То есть она, в принципе, когда она разговаривает очень похоже на меня. Ага. Да, но при этом я пою, а она нет. Вы учились в Сухумской средней школе номер 3, а потом поступили в Сухумское музыкальное училище, но закончили не наше Сухумское училище, а так получилось, что училище вы закончили в Москве. Немножко о том, почему так произошло. Произошло, потому что началась война. Я училась здесь в училище по классу скрипки у нашего уважаемого педагога Николая Петровича Пеленкина. То есть у меня были определенные успехи. Помимо этого, параллельно я пела в капелле детской интернациональной и пела тоже в училище на всех концертах, потому что я была в музыкальной школе при музыкальном училище. И то есть на всех концертах, на всех таких мероприятиях я тоже участвовала с детства. Ну а кто впервые, скажем так, вот в семье или вне семьи, может быть, в музыкальной школе заметил, что вы можете петь? Пела я всегда. Вот с детства вот меня вот очень так стандартно и банально ставили на стул, и я пела. Мой дедушка очень любил «Дремлют плакучие ивы», романс. Ага. И вот я пела вот эти «Дремлют плакучие ивы». Вы могли такую сложную вещь петь? Вот Это же говорят, сложно. вообще очень жалко. Сейчас все записывается вот на телефон, и это легко. Тогда я помню, что были какие-то записи вот на магнитофоне с бобинами, но магнитофон, к сожалению, украли во время войны. Так что этого нет, но мне всегда говорили, что у меня был достаточно взрослый голос, и я им очень хорошо владела. Но важно, что мама говорит, она же профессионал. Да, ну и все, потому что я пела, я помню, эстрадные песенки на концертах. То есть был концерт, я играла на скрипке, я играла в ансамбле, я пела с хором и пела сольно. Были песни типа «Ах, вернисаж», и «Паромщик» Пугачевой. У нас такой был Саша Эсебуа, который когда-то был абхазский, по-моему, это джазовый оркестр, и с фортепиано. Очень много вот таких моментов было, и я пела, но почему-то всем казалось, что я все равно должна идти на скрипку. И вот когда я приехала в Москву, вынуждена, но мне удалось поступить, в общем-то, в одно из лучших советских учреждений, то к 4-му курсу я начала параллельно там заниматься оперным вокалом. И после этого, честно говоря, мне очень не хотелось поступать дальше на скрипку. Ну вот такое было, наверное, слишком много давления с этой скрипкой. Потом... Откуда это? Потому что вот многие артисты сейчас, с кем я беседую, они все начинали с фортепиано. А вот вы со скрипки. Кто так захотел? Почему именно скрипка? Сказали, что очень хороший слух. То есть, когда я пошла на фортепиано, сказали, у нее такой хороший слух, и пальцы хорошие, длинные, может быть, попробовать на скрипку. И вот так я пошла на скрипку. Вот. И на самом деле я тогда скрипку любила очень, но очень не любила заниматься, особенно вот таким классическим способом, что надо было вот это выучить определенной аппликатурой, в определенном ритме. Мне всегда хотелось такой свободы. И я даже очень часто, я учила очень быстро и могла сыграть практически все, что угодно на слух. И когда мама, она музыкант, она все понимала, она слышала, что я играю. А бабушка, для нее было главное, чтобы я там вот эти 2-3 часа отыграла. И я в это время просто, пока меня никто не видел, на пюпитр клала книжки. Просто вот все книжки, которые под боком были, а книг, слава богу, дома было очень много. Ну, конечно. И я просто перечитывала все, что у нас было. Всю библиотеку я перечитала, играя на скрипке.
И, наверное, это меня научило импровизировать, потому что я могла запросто играть все, что угодно. И только если бабушка не входила и вдруг меня не как это поймала с поличным, то я прекрасно могла просто играть, читать книжки, а к экзамену я готовилась буквально за очень быстрое время. Вот. Это мне, кстати, потом помогло, потому что, наверное, это моя была история, как я вообще начала импровизировать. А джаз, в общем-то, музыка — это импровизационная. Ну а джазовые вещи вы начали петь в каком возрасте? Я никогда не задумывалась о том вообще, что я пою сначала. То есть я пела, например, были советские фильмы, старые советские фильмы, где, например, были дуэты, женский голос, мужской. Я очень любила петь обычным вот таким грудным голосом, потом петь таким оперным голосом. То есть у меня это все очень легко было. Это я так помню. Вот. И потом, когда я уже начала заниматься оперой, меня почему-то все равно всегда тянуло на что-то более свободное. Когда я закончила училище и вставал вопрос о том, куда же я поступаю дальше, я подумала так: я не хочу на скрипку. Даже у меня была мысль попробовать уехать куда-нибудь на контракт за границу, и у меня были такие возможности, чтобы просто вот как-то подумать, что мне нужно. Но приехала мама и сказала: нет, высшее образование, надо поступать. Тогда у меня созрел план, что в консерваторию есть шанс поступить, в Гнесинку есть шанс поступить, и на вокальное, и на скрипку. Куда у меня практически нет шанса поступить, но не выходя из профессии. В театральное. Потому что я не готовилась. И вы Я поступили сказала, в что ГИТИС? я поступила в ГИТИС. Я не знаю, это было какое-то чудо. А факультет какой? Музыкальный театр. Музыкальный театр. На курс Розетты Яковлевны Немчинской. Я просто абсолютно неприготовленной, практически неприготовленной. Конечно, там вот я выучила монолог, у меня были песни. Я помню, что я на экзамен зашла вообще с моим магнитофоном, они все сидели и хихикали. То есть такое как из кино немножко. То есть я, видимо, была очень натуральная, естественная. Там какой-то был этюд, что я должна была перебегать площадь привокзальную в дождь через лужи с 2 тяжелыми чемоданами. То есть я должна... Вот все, только исключительно на каких-то эмоциях. Я думала, потом было сочинение, которое тоже думали, может, я не напишу. В общем, поступила я в ГИТИС, и в ГИТИСе я уже начала петь все. Начиная от и джаз, и оперу, и оперетту, и еще и русские народные песни, потому что спектакли были разные. Ну, вы в культуре уже, несмотря на то, что вы очень молоды, много лет. Да. Я, насколько понимаю, идеального времени вообще не бывает, скажем, в том числе и для развития культуры. Но бывают времена более или менее устойчивые, стабильные, в том числе вот для культуры тоже. Мы знаем, насколько события большие, скажем, или же политические режимы, ценности эпохи, как они влияют на культуру. Я хотела бы спросить, с вашей точки зрения, вот наше время, в котором мы сейчас живем, в какой степени благоприятствует развитию культуры или, может быть, наоборот, негативно влияет и создает определенные такие негативные тенденции в развитии культуры вообще? В общем, сказать, возможностей довольно много, нежели раньше, так как социальные сети, интернет — это огромная площадка для, так как сейчас модно говорить, раскручивания продукта. Сейчас пришли маркетинговые такие слова в культуру, как продукт, проект, бренд культурный. Это все почему? Потому что, в принципе, профессия, как это сказать, продюсера сошла на нет, можно сказать. Потому что сейчас у артистов очень много возможностей самостоятельно заниматься продвижением своего
Ну да, собственно, контента, тоже презентации, модное слово, да. раскручивание, Да, презентации. раскручивание самостоятельное происходит, продюсеры отошли на второй план. Раньше было сложно, если ты не найдешь человека, который этим займется и будет тебя предлагать как продукт, раскручивать, было сложно. И таких людей было на высоком уровне мало. Ну, это, конечно, плюс, да, что у человека появилось, у талантливого человека появилось больше возможностей для того, Безусловный чтобы плюс. самореализоваться. А если подумать о другой, вот более отрицательной такой А стороны если с собой? говорить о минусах, Да. то, наверное, ценности, культурные ценности немножечко изменились. Очень много продукта широкого потребления стало на эстраде. Ну, а классической музыке каково вот в таких вот условиях? Классической музыке в этих условиях сложно, потому что молодежи транслируются совсем другие вещи, к сожалению, и интерес они начинают питать в том направлении. Классическую музыку, классическую культуру необходимо прививать. И то, что мы транслируем, это очень важно. Ну, свободы много, и в Много таких свободы, условиях свободы фильтровать что-либо очень сложно. Очень сложно. И вот это очень больной мой вопрос. Сейчас на сцене может оказаться любой, кто захотел, а не тот, кто должен. Вот это актуальная проблема нынешняя. Я считаю, что на государственном уровне необходимо как-то этот фильтр осуществлять. Ну, фильтровать, наверное, сложно, но государство может влиять на формирование зрителя с хорошим вкусом. Вот формирование зрителя, это же очень важно. Массовая культура, коммерческая, она может выбрасывать все, что угодно. Ну, иногда вообще удивляешься, как люди это слушают, и радуются, подпевают, танцуют и так далее, что ужасные вещи вот иногда бывают, но опять же понимаешь, что всеядных людей много, а вот формировать такую культурную прослойку в обществе, которая может ценить там высокое, классическую музыку и так далее, это сложно, но в принципе государство имеет рычаги, чтобы работать в таком направлении, наверное. Безусловно. Я считаю, что вот от обратного необходимо фильтровать продукт, чтобы формировать потребителя. Вы знаете, ну в первую очередь, наверное, у нас нет выбора, где мы живем и когда. То есть мы живем здесь и сейчас. И вот мы можем рассуждать о том, что может когда-то было лучше, может когда-нибудь будет лучше, может сейчас плохо, может какие-то проблемы. Я думаю, что проблемы были всегда, везде, и каждое время вызывает новые плюсы, как бы дает новые плюсы и новые минусы. И поэтому, конечно, сложно, может, сравнивать с тем, что было, не знаю, там в 70-е или 80-е или в 60-е, где, когда, наверное, музыка только... Ну, если, например, мы говорим о современной музыке, может, не о классической, потому что классическая музыка, она все-таки начиналась когда-то очень давно, и вся классика, которая у нас сейчас есть, она, я надеюсь, что она будет просто нетленна, и никакие жизненные, не знаю, изменения на это не повлияют. Это не конъюнктурно, можно так сказать, классика. Я очень Классика, она надеюсь, всегда, что да. все-таки новые поколения будут это слушать, и потому что это очень хорошо развивает все, и интеллект, и мышление, и придает какой-то смысл жизни немножко другой. То есть если говорить о современной музыке, то... Ну вот вы говорили о свободе выше, Да. да, вы говорили о свободе. Джаз, может быть, этим и привлек больше внимания вашего, да, вот и так далее. А вот в смысле свободы что сейчас происходит по сравнению с тем, что было раньше? Вот начну, наверное, с отрицательного момента такого, который я обратила внимание, ну, не обратила внимания, это, понятное дело, что это происходит везде, но то, что сейчас появилась вот именно эта свобода интернет,
И это и свобода вообще того, что каждый может делать все, что хочет. Здесь это все еще в меньшей степени. А вот, например, я на данный момент живу в Лондоне, и когда я туда приехала, и мне казалось, что я сейчас приеду, и там уровень музыкантов будет просто какой-то заоблачный, что я сейчас попаду в какой-то просто рай для музыкантов. Нет, ничего подобного. Потому что эта свобода дала то, что каждый решил заниматься как бы тем, что хочет. Опять-таки, это не только в музыке, это в каждой сфере. Огромное количество абсолютно непрофессиональных людей в любых сферах. И в данной ситуации главное иметь характер, наглость, пробиваемость, абсолютную самоуверенность. И тогда, а настоящие артисты или настоящие творческие люди, или настоящие таланты, они очень часто скромные, они очень часто тихие. Как говорили, что талантам надо помогать, а бездари сами пробьются. Да. Эта свобода, которую дали сейчас, вот, наверное, интернет и социальные сети, она сделала так, что очень многие талантливые люди, которые просто пишут хорошую музыку, у которых просто классные голоса, они просто таланты, но они не могут себя продать, им очень сложно. То есть в данной ситуации на первое место вышел бизнес, а не искусство. Может, это всегда было, но всегда было чуть-чуть по-другому. Сейчас это оружие, оно у нас в руках. То есть когда-то оно было в руках у продюсеров, у каких-то компаний, а теперь оно в руках у каждого из человека, у которого есть доступ в интернет. Бузовых много, да, и они через интернет получают возможность влиять, кстати говоря, на умы определенной части молодежи, причем большой части, наверное, вот молодежи. Бузова это опять-таки чуть-чуть другое, потому что Бузову, я думаю, были угроханы огромные деньги изначально, там все эти дома, откуда из дома, по-моему, вышли. Да. Я так не особенно так знаю, я просто Бузову знают все, и это пиар. Ну, она, кстати, себя и не позиционирует, по-моему, с хорошей певицей. Она, по-моему, мне иногда ощущение, что она просто прикалывается над всеми, и что она далеко не глупая женщина сама по себе. Просто она пользуется вот этим всем хайпом и зарабатывает огромные деньги и живет. А есть люди, которые на самом деле просто исключительно в интернете находятся. То есть они выходят с нуля, без всякой финансовой поддержки. И вот в этой ситуации, если они талантливые, то дай бог, пусть они вот так выйдут, и этот интернет, это, конечно, огромная поддержка. Молодежь, которая сегодня убивает много времени в ТикТоке, но вот завтра, когда они повзрослеют, да, когда они уже не тинейджеры, а вот взрослые ребята и так далее, какими они будут в нашей культуре, вообще в культуре? Будут ли они воспринимать высокую культуру, высокую музыку? Это очень сложно сказать, конечно. Я надеюсь, что с возрастом у них прибавится какой-то, может быть, осмысленности, душевности, а эта музыка, она, ну, может быть, с возрастом должна становиться актуальной. Я надеюсь. Через музыкальную школу мы можем получить новое поколение, если мы, конечно, не пропустим вот время и справимся с этим. Мне кажется, что вот постсоветское пространство, Россия, Абхазия, все-таки культура музыкальной школы, она сохранена. Дети занимаются музыкой. Молодежь у нас вообще великолепная. Я вот сейчас общаюсь с молодежью в городе. Вот у меня друзья из всех поколений. И вот сейчас новое поколение, они тоже, я с ними общаюсь, они, по-моему, потрясающие. Мало того, у них очень хороший музыкальный вкус. Они очень активны. И, конечно, хорошо бы, чтобы они все-таки на самом деле могли и развиваться, и куда-то стремиться, и у них здесь была возможность реализации, а не то, чтобы обязательно куда-то уехать и там реализовываться. Кристина, вы знакомы с Тамарой Вороновой? Она в одном тандеме с вами в этой передаче. Вот, мы вас записываем раздельно, опять же. Да? Пока не знакома, я надеюсь, сегодня будет такая возможность. Но вы слушали, как она поет? Да, конечно, конечно. Я очень люблю ее творчество. Я ее заочно знаю очень хорошо. Я знаю ее творчество. Я слежу за ней и за Лукой.
Но в жизни мы встретились вот буквально 10 минут назад, когда она выходила из студии, а я заходила. Вы живете на две страны, можно так сказать? Можно. Абхазия и Россия, да? Тамара сейчас живет в Лондоне, а вы в основном, скажем, в Москве и в Абхазии. Но как часто или как редко вы бываете на родине? Ровно пополам. Полгода здесь, полгода там. Ровно пополам, да. Сначала, значит, я жила здесь, потом я училась вот в Москве, я прожила много лет в Москве, потом я уехала в Польшу, но при этом я все время ездила, работала и в Москву, и сюда, то есть я все время перемещалась много. То есть это такое, как базировалась больше, ну как бы жила и базировалась. Но при этом у меня все время сохранялись связи с Россией и, естественно, с Абхазией. Потом, когда я уехала в Лондон, первый вот год я приезжала и сюда, и в Россию. Я еще сотрудничала с оркестром имени Олега Лунстрема. И я еще ездила на гастроли. А потом, когда начался локдаун, все очень поменялось. Потому что все стали изолированы, нас изолировали. И потом, после этого, все вот события, которые происходили одни за другим, сделали так, что опять вот эти путешествия в нашу сторону стали просто очень дорогими. С пересадками, с какими-то проблемами. И меня здесь не было почти 4 года. То есть это первый раз в моей жизни, чтобы я настолько уехала. У меня максимум это, наверное, полгода могло быть. А вот до отъезда в Англию я здесь иногда могла провести по 2-3 месяца. То есть как-то... Ну почему вы в свое время в Варшаву уехали, именно в Польшу? Почему? Что вы там искали? Ну, в какой-то момент мне просто немножко надоела Москва. Ну вот как-то надоело. Москву всегда очень любила, но тоже только приехать и уехать. Жить мне там почему-то никогда не нравилось. И почему-то мне казалось, что в музыкальном плане где-то вот... для меня были такие две, наверное, мировые столицы современной музыки. Это Лондон и Нью-Йорк. Нью-Йорк, он был совсем где-то там далеко, связано с визами и тому подобным. А в Польше у нас такое польское происхождение. Мой брат там очень давно учился. Мой папа был организатором польского общества в Абхазии. Мы отправляли детей в Польшу учиться. Какое-то вот несколько лет подряд. У нас много молодежи уехало учиться туда. И когда мой брат был там, в какой-то момент я подумала, а может... поеду посмотрю, что там. И вот поехала сначала, вот ездила, в итоге осталась. Там у меня были музыканты, там я записала свой первый, пока единственный альбом джазовый. Я работала с великолепными музыкантами, было очень много работы, но в какой-то момент тоже что-то поменялось. Урезали какое-то финансирование культуры. Там было очень много моментов, что я просто подумала, а может Кстати, быть... 15 лет, по-моему, вы там жили, да? много, да. Если посчитать, так много получается. Но... А язык выучили? Да. А это возможно жить в европейской стране и не выучить язык? Честно, да. В смысле, я не знаю, как эти люди существуют, но я встречала людей. Хотя, опять-таки, люди, которые едут вот с нашей стороны обычно, они все языки стараются учить. Также азиатские страны или арабские страны, они когда заезжают в другую культуру, они стараются все учить. Но, например, англичане, американцы, они не учат. Они приезжают, когда в другую страну, очень редко, чтобы они учили язык, они скорее ищут вокруг себя людей, которые говорят на английском, например, и все, то есть им как-то сложнее. Но я приехала, мне надо было говорить, потому что мне надо было сразу искать работу, контактировать с музыкантами. Я сначала просила моего брата, и мне казалось, что он все неправильно переводит. И я подумала, все, я сама. И я научилась говорить исключительно, общаясь с людьми. Точно так же у меня потом получилось с Англией, потому что на английском я не разговаривала. То есть я пела хорошо, все понимая, да, но разговора и практики у меня никогда не было. И в Англию был какой-то момент, когда я подумала, или сейчас, или никогда.
попробую. Там было очень много сложностей, на самом деле, которые тоже не буду сейчас рассказывать. Просто я когда приехала, оказалось, что у меня денег всего на 2 месяца заплатить за мою комнатку. У меня не было языка. Вы ехали туда петь что? Джаз? Я, в принципе, я пою не только джаз. Да. Я пою джаз, поп-музыку, я пою соул, я пою так скажем, голос использую как инструмент. Это очень любят в основном композиторы. Это такая, наверное, музыка в стиле Ханс Зиммера, как музыка кино. То есть у меня есть, я сотрудничаю с одним композитором, с которым мы делаем, то есть я не только как вокалистка, я еще как композитор и как это, автор песенник по-русски, или как сказать, как songwriter. И то есть у меня много своей авторской музыки тоже. У меня очень много всего, и вот мое сейчас такое большое желание наконец-то все свои материалы привести в порядок и на самом деле хорошо издать. Лондон я очень люблю. Это очень красивый город, очень уютный город. Несмотря на все, как бы странно это ни звучало, он мне очень напоминает Абхазию. Даже по климату. Просто там нет, наверное, таких высоких температур. Но там очень ровная, теплая зима. У меня на входе в дом, в мою квартиру, которую я сейчас снимаю, растет огромная пальма. Вот, и там растет мимоза, цветет. Там вот эти все азалии, там вот растительность. Зеленые лужайки. Огромное количество зелени. Мы в собственном соку варимся. Это не относится к вам. Это относится, например, ко мне. Не скрываю, да, в собственном соку. Вот. И со стороны взглянуть объективно на очень очевидные вещи иногда бывает очень сложно. Но когда человек практически живет на 2 страны и часто отсутствует, скажем так, и потом уже приезжает с определенной новизной и так далее, возможно, что ему легче сделать какие-то серьезные наблюдения. Вот в последнее время, я даже не хочу говорить, там не 3 года, не 5 лет, ну, скажем, в течение даже последних 10 лет и так далее, вот вы приезжаете, какие изменения важные вы наблюдаете, скажем, это изменения могут касаться общества, людей, наших ценностей, или же изменения в сфере культуры? Это сложный вопрос, потому что я на какие-то более глобальные вещи обращаю внимание. Ну вот глобальные какие? Глобально, вы знаете, меня очень беспокоит проблема мусора. Проблема мусора? Да. Вы меня проблема удивили. мусора, Да, почему? да. Я понимаю, что эта проблема у нас есть. Да, я очень сильно обеспокоена. Я не знаю, как лично, там, каждый человек, конечно, может в какой-то степени на это влиять, но этот вопрос надо очень остро ставить. Я интересуюсь проблемами экологии. И Кстати, в последнее время эта тема очень актуализировалась и очень сложная. Вообще для нашего государства сейчас это одна из актуальнейших проблем. что я могу сказать про общество? У нас хороший, теплый, добрый народ. А люди как меняются? Вот вы наблюдаете или вам не особенно приходится в это вникать? Вы знаете, я очень мало общаюсь, у меня узкий круг. Узкий круг. Узкий вот круг. ценности тоже, вот люди, вот поколение, скажем, да, вот молодое, которое только что выросло и так далее в Абхазии. Это поколение вам знакомо? Или опять же вам некогда? Конечно. Да, и что вот ценности наши. Есть люди, которые говорят, что они буквально обрушиваются, очень быстро меняются, разрушаются традиционные ценности и так далее. Может быть, это определенное преувеличение. Может быть, наоборот, молодое поколение, которое вы видите в Абхазии, оно вас радует, может быть, с какой-то образованностью, еще чем-то, какими-то новыми качествами. Вот касаемо вопросов культуры, ситуация меня немножко печалит. Я недавно слышала, что от педагогов местных музыкальных школ, да. что стоит вопрос даже о закрытии нескольких заведений, потому что нету детей, которые хотят учиться музыке. Нету родителей, которые ведут их учиться музыке.
вот этот вопрос. Ну, это удивительно для меня, потому что Очень, да. мои дети выросли после войны, и они закончили музыкальную школу, и тогда в музыкальных школах было достаточно много людей, хотя время было не самое лучшее. Наблюдается, вы считаете, вот такая тенденция, да? Да, совершенно упадническая относительно начального музыкального образования. Очень мало интереса. Спасибо. Кстати, это тема для исследования, скажем, или расследования журналистского. Мы попытаемся к этой теме подойти вот и изучить. Есть Если такой- такая тенденция наблюдается, конечно. Есть такое это- лично от педагогов музыкальных школ. Вы слышали, да? Мгм. Хорошо. Ну а так вот вы поете в нашей филармонии, вы солистка нашей государственной филармонии. И какие-то общие тенденции в нашей культуре вот, вы не можете не наблюдать. Есть какой-то определенный подъем, ну, может, какие-то направления начали развиваться, которых не было раньше? Касаемо нашей филармонии, штата нашей филармонии, у нас сейчас немножечко зависшее такое положение. Мгм. Мы собственными силами, солисты филармонии нынешние, я, Лена Анквап, Нана Черкезия, еще несколько, да, там девочек-певицы, Альдона Цко, мальчики у нас прекрасные тоже. Мы своими силами периодически делаем какие-то сборные концерты, или сольные концерты, или концерты напополам, на двоих, да. Очень плохое посещение. Ну, вообще, это, конечно, сложный вопрос. Может быть, это вопрос еще и нашего развития тоже, потому что воспитать или воспитывать слушателя, там, скажем, ну, того же Басты, неплохой он артист, но тем не менее, не особенно воспитывать и не нужно. Время, интернет, социальные сети, они сами воспитают вот такого зрителя, который на ура воспринимает массовую культуру. Мы сейчас речь ведем об элитарной культуре, поэтому очень много у нас работы для того, чтобы, я так считаю, да, думаю, для формирования зрительской аудитории, которая как раз-таки пришла бы на классику, потому что, вы же понимаете, это элитарная культура. И поэтому пригласим мы там, скажем, Наташу Королеву или не пригласим, все равно такие артисты будут востребованы вот в этой ситуации, в которой мы живем. Нам нужно делать все, чтобы элитарная культура превратилась в массовую. На телевидении мы попытались актуализировать проблемы нашей культуры. У нас есть проект «Абсокультура», что вот у нас этот проект в самом начале не пошел. Мы пытались в качестве ведущих, телеведущих задействовать артистов самих. Но у нас проект не получился. Но позже уже вот эта передача, можно сказать, что она состоялась, этот проект пошел, очень много просмотров. И в начале пути, например, я не думала, что у нас будет вот такая разнообразная тематика. Изначально вообще этот проект мы планировали немножко в другом формате делать. Мы надеялись на то, что у нас в студии будут люди, которые будут анализировать тенденции развития нашей культуры, минусы, плюсы, вообще куда мы двигаемся, какие направления мы можем развивать и так далее. Но так получилось, что практически нету экспертов, которых можно приглашать на передачу. Это прореха, да. Это вот, я не знаю, не каждый же может анализировать культуру. Мы же понимаем, что это наука. Это не только искусство, это наука еще. Да, и это отдельное призвание. То есть я как артист, от меня зависит на самом деле очень мало. Очень мало. Я могу транслировать только то, что мне дано. Просто транслировать и радовать тех, кто радуется этому. В этой сфере у нас есть очень талантливые люди. Да? Вот вы перечисляли, кто работает в нашей государственной филармонии. Это такая замечательная плеяда артистов талантливейших. Важно, чтобы об Абхазии знали везде, чтобы об Абхазии знали не только в России. Сейчас вот, слава богу, вот плюс интернета, есть интернет, чтобы как можно больше было информации на английском языке, на французском, на испанском, на китайском. Вот просто пустить туда, потому что ну, вот малюсенькое, очаровательное государство, которое для биллионов людей на Земле, оно просто не существует. И чем больше будет людей знать, наверное, тем больше шансов есть пережить вот это все.
по моим наблюдениям, 2014 год был в вашей жизни очень успешным. Особенно, конечно, хочется обратить внимание на то, как вы покорили Бетховенский зал в Большом театре. Я надеюсь, что вы нам об этом немножечко расскажете. Как это случилось? Вы приглашенная солистка Большого театра, и в таком качестве вы выступили в 2014 году. Да, я проходила прослушивание в молодежную программу Большого театра после окончания академии. Со второго тура что-то пошло не так. Я и сама считаю, что это, в принципе, справедливо. Я не была еще готовым специалистом. И так посчитали многоуважаемые прослушивающие лица. И Это было в 2014 году? Да, это вы было в Академию 14 Гнесиных закончили в 2012 да, году? Да. В 2014 году я пришла прослушиваться в молодежную программу Большого театра, но не все получилось. Тем не менее, через несколько дней я получила звонок от заведующего молодежной программы. Он пригласил меня поучаствовать вот лично в таком проекте. Это был фестиваль? Это был фестиваль, да, барокко путешествия, концерт «Италия». Так как я демонстрировала программу данной эпохи на прослушивание, заинтересовались непосредственно вот этим направлением. Вот ваши ожидания вот перед выступлением и что случилось потом, вот эти овации, это вы ожидали такое? Я никогда не выхожу с тем, чего могла бы стесняться. Я лучше не выйду, если я не уверена, что это будет хорошо. Ну, скажите нам, какую арию вы там исполняли? Это ария композитора Рикардо Броски из оперы «Артаксеркс». Очень сложная, очень много фиоритур, подвижных частей. Возможность очень быстро пропевать чисто пассажи, большое количество нот в быстром темпе. Вот это подразумевает под собой понятие колоратура. Очень высоким голосом я себя назвать не могу. Я скорее драматическая колоратура. Это крепкий голос с подвижной техникой. Ну, классно вас приняли, очень хорошо приняли. Да, это был такой подъем очень большой, душевный. Во-первых, мне выдала честь закрывать этот концерт. Обычно в конец концерта ставят довольно-таки яркий номер, чтобы публика осталась на подъеме. Вы понравились там, вы точно очень понравились. Да, мы выходили на поклон 2 раза с дирижером, и после этого был только бис. Последние годы вот я встречала в Сухуми людей, которые вот как-то случайно как бы возникал вопрос, и люди спрашивали, где вот Тамара Воронова, куда она исчезла? Слава Богу, что вот сегодня этот разговор состоялся, и вы все это рассказываете. И вот в Лондоне вы выступаете, поете, исполняете разные вещи под псевдонимом Рейвен. Когда я приехала в Польшу, конечно, русские фамилии и вообще все, что касалось вот с той стороны, там уже неважно, вы там русский, украинец, и вы из Казахстана или оттуда, вот все это, вот то постсоветское пространство воспринималось немножечко, ну, с первого взгляда, по крайней мере, в штыки. Когда я приехала, говорят, уже было лучше. Вот мой брат, когда приехал, он говорит, что по-русски даже говорить было сложно, опасно. То есть в автобусах. Европа не так демократична, как мы Нет, думаем? это было... Нет, сейчас вот рассказываю. Это было в Польше. Ну, потому что у поляков всегда определенное такое отношение. Но опять-таки это до того момента, когда вы начинаете уже с человеком общаться, и вы с ним знакомитесь. И потом они, поляки, очень классно, они, особенно если мы говорим о каком-то интеллигенции, они очень приятные люди, очень открытые, очень общительные, но у них есть вот такая вот барьерка чуть-чуть, которую вот они с вами пообщались,
и вот потом они открылись, и у вас нет никакой проблемы. Но был такой момент, что я помню, мой, по-моему, первый концерт был какой-то там, в Варшаве, все прошло замечательно, уйма людей, и я еще тогда очень переживала за каждое негативное мнение или что-то в таком духе. Сейчас, слава богу, стало меньше. Вот это очень важно, потому что когда одна маленькая ложка дегтя портит все остальное, надо не позволять себе таких вещей. И понимать еще на то, что иногда человек просто может немножко неадекватно реагировать. И вот у меня была ситуация, когда все подходили, все хвалили, всем так нравилось. У меня был потрясающий пианист, потрясающая программа. И один человек ко мне подходит и говорит: ну вот это все хорошо, но вообще вы же оттуда приехали, вот пойте свои русские романсы. А хотите джаз петь, вот езжайте в Америку. Там поучитесь и приезжайте. Но после этого вдруг он мне говорит такую фразу, не буду говорить фамилию, некая певица джазовая, польская, которая, на мой взгляд, просто ужасная. И очень многие так считают. Но она жила в Америке, потому что она, по-моему, замуж там вышла. И вот он мне сказал, вот она в Америке жила, и вот сейчас, типа, она может себе позволить петь джаз, а вы тоже должны тогда езжайте и приезжайте. И она, когда он мне произнес эту фамилию, я подумала, ну я понимаю, с кем-нибудь бы он меня сравнил. Ну да, кого я слушаю, не экспертное мнение абсолютно. Да. И я помню, но я это запомнила. И я еще тогда подумала, ладно, как-то смягчим это. Я просто поменяла и перевела фамилию, сделала Рейвен. И как-то с этим я существую уже очень много лет, и меня так знают все там. Ну и, наверное, новые какие-то подписчики, которые на меня натыкаются уже здесь и подписываются на Тамару Рейвен. Да, и что вы поете в Лондоне? Давайте вот немножечко нам расскажите. Ну, наверное, на процентов на 60, наверное, это джаз. Но, учитывая то, что сейчас жанры очень смешаны, то есть можно взять поп-песню какую-то любую, посадить хороших музыкантов, профессиональных высшего уровня, которые играют все, и это будет звучать совершенно по-другому. Я очень люблю, например, менять песни, брать какие-то современные песни и немножечко их переделывать. Вот. Пою джаз, пою поп-музыку. Смотря опять-таки где. В клубах это, конечно, больше джаз, соул, немного, может, поп-музыка, опять-таки немножечко в джазе или в соул, в эту сторону. А на мероприятиях, если я пою частные мероприятия, я пою все, как и везде. То есть это любая музыка, которую слушают люди. А клубы, это что вообще за площадка, что за уровень? Можно спросить? Да, сейчас, то есть у нас это вот, как моя мама даже воспринимает, для нее концерт, вот когда я пою где-то в клубе или где-то в ресторане или в каком-то пабе, это немножко несерьезно. Ну да, я поэтому спрашиваю. Потому там филармонии, концертные залы, это вот, это престиж. Там нет. Там концерты проводятся вообще в любых местах, там любая звезда может прийти вот в клуб какой-нибудь, и делают там концерты. То есть я понимаю, что Royal Albert Hall — это, наверное, мой сейчас такой вот пунктик, где бы мне очень хотелось спеть. Это реально так, я надеюсь. Что за площадка, что это? Ну, нет, я имею в виду, что, например, Royal Albert Hall, да, как это одна из самых престижных там мировых площадок, Ну, там какая на которую мне музыка? хочется пробиться. Все. 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 А там все. Там и цирк де Солей, и балет, и джаз, и поп, и рок, и все, что угодно. Это, ну, это какой-нибудь, не знаю, как... А как обычно туда пробиваются? Вот есть какой-то лифт? Лифт, наверное, это контакты. Контакты, да? Контакты, и все-таки, наверное, без таланта совсем туда не попадешь. Но это контакты. И когда я приехала, они говорят, ты должна быть лаки. Вот будешь лаки, все у тебя получится. Я очень надеюсь. Так что все-таки. Вот. А насчет клубов, ну вот, то есть все, например, самые известные джазовые места, это клубы, это рестораны. То есть там столики, там еда, там люди заказывают, резервируют столики, платят билеты, еду. И вот тот же Ронни Скотт, или есть Пицца Экспресс, это, наверное, на втором месте идет по престижу после Ронни Скотта. Это все
просто клубы, в которых есть сцена, и в которых есть столики, люди приходят, едят и слушают музыку. И это престижное, это очень крутое что-то. И как бы никто, это вот у меня было вначале, ой, вот это место не очень, это место не очень. Если там себя чувствуешь хорошо... А зарабатываете как? Зарабатываю либо концертами, ну, на концертах чуть меньше, потому что, наверное, вообще музыканты там, вот, нынешнее поколение, они достаточно бедные, если они не стоят очень высоко. Потому что очень дорогое жилье. То есть если у них нет своего жилья, конечно, это в основном все мои друзья Вы снимаете, музыканты. наверное, жилье, да? Я снимаю квартиру. Это очень тяжело, но мы вдвоем с дочкой. Вот, поэтому она сейчас мне уже тоже очень помогает. Она там учится, уже подрабатывает и мне тоже помогает. Преподаю. То есть преподавание дает очень неплохие такие финансы, потому что они готовы платить за обучение. Ну, не все, но есть такое. Очень много работаю с русскоязычным населением там, Лондона, именно насчет уроков. Потому что, в отличие от, наверное, западных каких-то вот моих клиентов, опять-таки постсоветских, опять-таки не говорю только русский, потому что там есть Россия, Украина, Прибалтика, Казахстан. Вот как бы вот у них есть система. Если они приходят заниматься, то, скорее всего, они будут заниматься, например, каждую неделю, хотя бы там раз в неделю, и будут, ну, расти. А вот я возвращаюсь к тому, что я говорила про коучинг, когда они приходят на один раз, они платят деньги, ты делаешь им замечания, и все, и они уходят, и говорят, спасибо, все, спасибо, классно, вот так. А дальше учиться не надо? А дальше они пойдут так к другому, к третьему. Они сидят в интернете. Вот я, наверное, за некоторыми наблюдаю, вот там 2-3 года, вот, там, и я вижу, что они вообще не растут. Ну вот сейчас вы летом тут выступаете в барах, да, наверное, сравниваете с клубами тамошними. И кто слушает вас в барах? И вообще, что за аудитория, что за люди туда приходят? Ну, сейчас расскажу. То есть до этого я делала концерты здесь сольные. Во-первых, я считаю, что я, наверное, первая привезла настоящий джаз после войны в Абхазию. Я привозила сочинский биг-бенд, я привозила поляков моих. То есть мы ездили на фестивали, фестиваль в Сочи был у нас, в Казани, еще где-то по России. Потом я пыталась провести именно джазовый фестиваль. Мы провели его, все было неплохо, но все фестивали, все вот такие мероприятия массовые, они требуют финансирования, требуют спонсорства. Я не работаю как певица, как в барах просто. То есть это обычно делается как выступление. Например, у меня вот на этот раз, когда я приехала, это вот ресторан «Чайка», и они же открыли сейчас Бристоль. Это мои старые друзья, которые мои большие музыкальные поклонники. Как бы не друзья, они мои музыкальные поклонники, и они всегда следят. Они, например, в «Чайке» в Бристоле они пускают мои песни. И когда я приезжаю, они всегда говорят: «Тамара, приезжай, споешь у нас?» А я говорю: «Да, конечно». И, то есть, Бристоль предложили мероприятие, и «Чайка», ну, вот это один и тот же владелец. И я, естественно, с удовольствием согласилась, потому что я не люблю сидеть без работы. Тем более, вот я, как поняла, публика соскучилась. Очень многие с удовольствием приходят и слушают. А еще мы сделали выступление в нашем новом модном месте, которое называется «Руин-бар». Хотя на самом деле это потрясающая концертная площадка. И для всех, кто старшее поколение, наверное, и те, которые немножко боятся вот этого названия, когда я говорю, у меня концерт, говорила, что у меня концерт в Руин-баре, мне: ой, там молодежь тусит, там такая музыка играет, диджей. Нет, да, но это вечера, например, да, вот когда, ну, правда, тусит молодежь, развлекается, играет диджей, это их время. Но там проходят потрясающие концерты, встречи, литературные встречи, какие-то вот
очень много разных мероприятий, потому что там очень классная площадка с видом на Вы гостиницу такую рекламу «Абхазия». им сделали, Ой, да, я извиняюсь. заинтересовали Да, нас. нет, ну потому что на самом деле как-то мне очень приятно, что Но такие есть места кому петь, появляются. давайте вот коротко на вопрос вот Здесь? ответим. Да, да, есть для кого петь. Да. Вот, ваш репертуар здесь будет востребован? Ну, у меня был потрясающий концерт, вот опять-таки в этом Да? руине сейчас, и пришло очень много людей. Единственное, опять-таки, был такой момент, что это место достаточно молодежное, и там все стоять, такое более стоячее место. А я знаю, что публика, которая приходит на меня, на 80%, пока еще, они хотят посидеть и да, расслабиться. ну Поэтому да. я их просто заставила притащить как можно больше столиков, но это все пространство было заполнено людьми, и очень хорошо воспринималось. У нас концерт длился почти 3 часа. Лука Гадели, вот для наших зрителей, которые не знают про вашу личную жизнь, хотя в Абхазии, наверное, все уже знают, что вы семья. Как он вашу вот эту личную, я бы назвала это достижением, успехом громадным, как он воспринял? Что он вам сказал? Он всегда искренне поздравляет меня и поддерживает. И больше того, я считаю, что всему, чему я научилась на данный момент и чего достигла, я очень во многом обязана ему. Ну, а Он меня конкретно всегда- не помните? Он Ну, вообще был в зале? Он слушал вас там или как это было? Он был в отъезде. В зале были мои родители, друзья. Он всегда очень сильно переживает за меня. И я за него тоже, когда мы на сцене отдельно друг от друга. Он всегда меня поддерживает. И все это случилось тоже Вам благодаря легче, когда нему. вы вместе выступаете? Вы же часто очень вместе выступаете. В Мы в вместе. основном Да. выступаем вместе, да, но также какая-то своя творческая жизнь параллельно есть у каждого из нас отдельно. Но вместе хорошо, потому что это человек, который знает тебя от и до, конечно, и в личном, и в музыкальном смысле, и в духовном, в душевном. Конечно, вместе это здорово. Он всегда меня поддерживает. Это человек, который, в принципе, дал мне толчок к этим событиям изначально, потому что у меня был не очень хороший период после окончания академии. Я немножко была растеряна, я не понимала, какой у меня голос. Я не понимала, стоит ли мне вообще дальше петь, потому что не всегда везло с педагогами. То есть кто-то подходил, кто-то нет, и потом я немножечко запуталась. И вот он меня оттуда вытащил, он сказал, что мне стоит в себя поверить и стоит пробоваться. И благодаря его вот этой поддержке я пошла тогда прослушиваться в молодежку Большого театра. Опять же, все это случилось только потому, что была рядом такая опора, как он. Вы, кстати, вот познакомились в академии. В академии. В академии. Ну, отношения начали развиваться сразу или вот... После учебы, спустя пару лет совместной творческой деятельности. Ну, я, кстати, читала про ваш семейный тандем, отзывы слушателей, зрителей, да, и ваш семейный тандем мне очень понравилось, назвали невероятным, вот так вот охарактеризовали, невероятным. Да, очень тепло о вас говорят, пишут. Семья и творчество — это, наверное, не совсем все просто. И с точки зрения текучки, потому что жизнь у артиста и артистов очень сложна, с позиции быта там, и так далее. И вот, во-вторых, артисты, как я понимаю, люди одаренные, они в каких-то вечно поисках, внутренних противоречиях и так далее. Поэтому я хочу просто спросить, как артисты вот такого высокого ранга, они уживаются в семье? Сложно, не сложно? Как вы живете? Нам очень комфортно. И изначально, когда у нас завязались личные отношения, мы много слышали пророчеств в свою сторону о том, что вряд ли получится долго и серьезно. Потому что обычно два ярких человека одной и той же деятельностью занятых могут начать немножко друг друга душить или конкурировать.
Вот чего никогда не было, так этого. Я, кстати говоря, задавала Луке этот вопрос в нашем интервью по его реакции, по тону голоса и так далее. Я поняла, что мой вопрос его удивил, потому что он над этим даже не думал никогда, я так думаю. Да, я так его поняла. Да, никакой соревновательности, соперничества, там, ревностного отношения к достижениям, к успеху и так далее. Ни в коем случае. Этого абсолютно нет. Нет, не было, нет. Если бы вы вышли бы замуж, скажем, там, ну, я не знаю, за какого-то бизнесмена, юриста, медика и так далее, вот, скажем, да, вот, как вы думаете, вам было бы тяжелее? Безусловно. В моей ситуации только в этом случае возникли бы трудности, потому что человек другой профессии, особенно вот мужчина, если он по складу ревнивый, какой-то такой авторитарный, вряд ли бы смог принять мою деятельность, потому что это частые отъезды, частая разлука. И семью сохранить, видимо, сложнее гораздо. Вот на мой взгляд, да. Да. Поэтому как раз-таки с Лукой у нас нет такой проблемы. Мы либо все время вместе, либо даже если мы отдельно друг от друга, мы знаем, что мы заняты работой от и до. Вообще, конечно, были разговоры о том, что я совсем сошла с ума, что куда меня несет, опять ее куда-то несет. Вот, мама, я тебя очень люблю, вот, и я очень надеюсь, что мама в глубине души все-таки в меня верит. Но так как моя мама воспитана как очень классический человек с определенными традициями, с определенной культурой, до сих пор, наверное, ну, надеюсь, что, может, уже нет, но в глубине души ей жалко, что я не играю в оркестре на скрипке, что я не пою на больших оперных сценах. То есть она видит, что я работаю тяжело, она меня очень поддерживает в чем-то, но в каких-то моментах я вижу, что, может, она меня до конца не понимает. Вот она не понимает, вот куда меня несет. И почему я все время выбираю какую-то вот такую странную, сложную, такую ветвистую дорогу. Наверное, потому что, я не знаю просто другой дороги. Другой у меня нет, значит, я пытаюсь идти, как иду. Интересно, конечно, мне было бы, как если бы мой папа был жив, то как бы он на все это смотрел, хотя, может, вообще бы вся ситуация была бы другая. Да, да. Вот, потому что его в свое время приглашали читать лекции в Сорбонну. То есть, может быть, мы бы просто уехали в Сорбонну, и это все получилось бы по-другому. Я не знаю, как-то, разные моменты. Но я почему-то думаю, что мне бы с ним было бы договариваться гораздо легче. Чем со Светланой Да, Владимировной. потому что там гораздо больше вот этого противостояния, несмотря ни на что, это там было больше, так что я думаю, что, наверное, было бы легче договариваться. Теперь хочу очень вспомнить нашего любимого Олега Хухутыча Бгашба, который мой отчим и которым был моим одним из самых главных фанатов. И, честно говоря, когда я сейчас ехала... Олег Хухутович, ему джазовая музыка. Да, он очень любил джаз. Да. Он знал все. Он вообще перед тем, как он ушел, я знаю, что он записывал какие-то записи на диктофон. Я не знаю, успел. Он знал прекрасно все, что касалось довоенного джаза, например, в Абхазии. Всю историю, кто как, с кем работал. Он был очень интересный человек, и он очень хорошо разбирался в музыке. И он просто вот... Видите, с этой стороны мы его вообще не знали. Я вообще готовилась к большому интервью с ним и не успела. Ну вот я, честно говоря, когда я видела, что ему все хуже и хуже, он меня очень попросил записать ему песню «Quando, quando, quando». С ума сойти. И я помню, когда он попал в больницу вот зимой, то я побежала в студию к своим знакомым и говорю: ребята, давайте срочно просто вот какую-нибудь версию, просто не хотелось записывать с минусовкой, попросила гитариста, он ее выучил, и мы записали, и я ему выслала, и вот он послушал, он был очень довольный, у него все мои записи были в телефоне,
И вот он там до последнего слушал, пока вот... И, честно говоря, я думала, что я вот этот концерт буду делать, и если он еще вот, ну... Вот джаз — это музыка для интеллектуалов? Видимо, может да. быть так, Но, вот может потому быть, не что только, он надеюсь. был настоящим интеллектуалом, Олег Хухутович. Мой папа это тоже 100%, конечно. слушал джаз, потому что я в детстве помню, ну, вообще они сейчас до сих пор дома лежат, надо просто проигрыватель найти и посмотреть. Там целые пачки джазовых инструменталистов в основном. Вообще творческому человеку бывает, что в рамках семьи не так просто. И артисты говорят о том, что вот не сложилось, вот не получилось, но они сторонники мужского плеча, как бы второй половины, как еще говорят. Для вас важно вот мужское плечо, или вы настолько самодостаточный человек, что без этого плеча вы можете прекрасно решать свои проблемы? Ну, скажу, что мне бы очень хотелось иметь рядом с собой человека, который немножко облегчит и как бы облегчит мою жизнь и даст мне радости, даст мне какой-то опоры. Конечно, это великолепно. И мне даже кажется, что иногда совершенно самостоятельные женщины, которые, кажется, они тоже немножко лукавят. Просто чем женщина более самостоятельная, самодостаточная, тем сложнее найти партнера соответствующего. Потому что это же не просто лишь бы, лишь бы выйти замуж. Есть люди, которые просто не могут быть одни. Они должны быть в отношениях. Я знаю людей, которые, находясь в очень нехороших отношениях, и когда их спрашивают, почему вы не разойдетесь, если говорят, я боюсь быть одна. Да, да. Или я боюсь быть один. Я привыкла быть одна, потому что я развелась с папой Соней очень много лет назад. Мы с ним в очень хороших дружеских отношениях. Мне бы хотелось, чтобы изначально человек был со мной на одной волне в каких-то моих стремлениях. То есть это не обязательно должен быть человек из музыкального мира, скорее всего наоборот, не из музыкального мира. Ну, если только это, наверное, не солидный продюсер или человек высокого уровня, как композиторы, ну, опять-таки, может, какие-то потому что музыканты вот в эстрадной музыке, как современной, они все немножечко как дети. Мальчики, простите, очень хорошие есть ребята, но они сами, по-моему, требуют кого-то, кто за ними присмотрит. Я очень редко встречаю, на самом деле, очень самодостаточных таких, и то за ними стоят такие очень сильные девушки, которые вот... А мне, наверное, в отношениях с мужчиной не хотелось бы все еще продолжать эту позицию сильной женщины. Я понимаю, что да, все равно я останусь такой, но мне надо почувствовать какую-то слабинку, потому что если я в этот момент слабая, если я в этот момент уязвимая, я могу рассчитывать на то, что меня поддержат. Это должны быть чувства, и это так все сложно, когда это все вместе. И чем старше, наверное, тем сложнее. Сколько лет вы уже поете? На сцене сколько лет? В 16 лет я вышла на сцену с академической программой. Немножечко по-детски еще, потому что в 16 лет это еще не полный голос, такой установившийся. Ну, давайте выделим основные вехи вот вашего творческого пути, основные события, вот какие. Вот вы были участницей многих фестивалей, разных проектов, выступали на разных площадках и так далее, участвовали в разных конкурсах, да? Вот какие главные вехи, на какие ключевые события творческие можно обратить внимание? Безусловно, дебют в Большом театре в качестве приглашенной солистки. Далее мне довелось выступить на исторической сцене Большого театра еще, благодаря, опять же, супругу. Он был приглашен на большой концерт «Орган-гала», когда орган появился на исторической сцене Большого театра. И меня пригласили выступить с ним. Вот тогда, когда вот такой ответственный очень момент, потому что публика очень такая серьезная, взыскательная, публика, которая понимает и слышит каждую ноту и так далее, и вы должны выступать. Вот перед выступлением обычно о чем мысли? Изначально, конечно,
Благословения прошу перед выходом у Бога. У вас есть стиль, который отличается. Намного Спасибо. строже, намного элегантнее и так далее. И я вас, улыбающейся, тоже как-то не видела. Вы не заигрываете с публикой. Что-то очень, все вот такое очень строгое. Вы, наверное, ну, понимаете уровень, который, или планку, которую вы держите. Наверное, поэтому так происходит. Это мой склад душевный, я такая. Я все время стараюсь быть собранной, мне это помогает. А мое выражение лица никогда не отображает того, Ну да, что у меня вообще, внутри. о чем вы думаете в этот момент, очень трудно понять. Да, Невозможно. да, я просто слежу за мышцами, особенно перед выходом на сцену. Мне нельзя поясничать, как вы сказали. Лишний раз напрягать. Я должна все расслабить, я должна настроиться. Вы отметили внешний стиль и выражение лица. Вы знаете как? Я боюсь отвлекать людей от сути происходящего. Интересно. Вот да. так. Мне не нужно остальное. То есть вы не нуждаетесь в остальном. Мне не нужно. Мне есть что вносить, мне это интересно. Я хочу видеть реакцию на свой продукт. Вы красивая. Благодарю. Вы красивая. А для чего? Да? Да. Я не знаю, у меня нет такой потребности. То есть, да, вы самодостаточный человек, вот и в этой классической строгости вам уютно. Это то, что я вижу Ну, и интересные чувствую. мысли, да, Да. спасибо. Вы родились в семье, в общем-то, коренных сухумчан. К тому же они еще и патриоты. Я боюсь говорить оголтело как-то, да, вот как вы вот из такой семьи могли туда уехать. Не так. Но есть слово ассимиляция. Вы вообще подвержены ассимиляции или вы остаетесь сухумчанкой? Я остаюсь сухумчанкой всегда. Мало того, я думаю, что то, что я вот сейчас где-то, когда езжу и пою, и знакомлюсь с людьми, возникает всегда вопрос, особенно это вопрос лондонский, потому что в Лондоне люди живут со всего мира. Откуда вы? И потому что у меня очень странный акцент, то есть он явно не русский, он какой-то другой. И внешность у меня, ну, тоже достаточно, может, латиновская даже, ну, на да, их зрение. как не говорится. славянская. Да. И меня когда спрашивают, откуда вы, я говорю, я из Абхазии. И первое, where? Вот это, where? Откуда? Что это? Где? И ты начинаешь рассказывать. Что это? Очень часто люди интересуются, показываешь им фотографии, показываешь им, рассказываешь, и людям интересно, потому что практически никто не знает о существовании Абхазии. И мне всегда очень приятно, когда мне всегда говорят, ой, ну скажи, что ты там, не знаю, из России. Я говорю, ну как я, ну где я? И я всегда вот этот кусочек всегда пытаюсь им преподнести. Иногда встречаешь людей, которые знают об Абхазии что-то. Это в основном либо люди, которые учились где-то с политикой, что-то связано, либо у них были жены из постсоветского пространства или вот откуда-то. А так люди не знают. И поэтому я очень с удовольствием всегда, даже иногда где-нибудь на мероприятиях, даже можно спеть нам. Я на абхазском особо не пою, так честно признаюсь, но, например, ту же песню о скале, которая на просто орайда, и еще с красивой гармонией, всегда можно петь, показать, и людям становится интересно. У вас, наверное, есть амбиции, разумеется. Вы стремитесь к чему вот на этом этапе вашей творческой жизни? К какому-то прорыву? Или вас пока еще устраивает та стабильность, которая наступила в вашей творческой жизни? Хотелось бы какого-то нового прорыва, очень заметного. Есть то, о чем вы мечтаете в этом смысле, или на этом этапе достаточно удержаться там, где вы сейчас находитесь? Мне важно состояние моего голоса. Мне важно, как люди воспринимают то, что я выхожу им подарить. Вот эта отдача из зала. Если рассматривать слово «амбициозность», это полярно не про меня. Я вообще не амбициозный человек.
Вот Лука меня за это всегда ругает. Он хочет, чтобы я имела какие-то устремления такие более серьезные. Нету этого во мне вообще. Я комфортно себя чувствую в нынешнем моменте, в нынешнем статусе, в нынешнем уровне творческом. У меня есть возможность выходить на сцену? Есть. Я мама девочки маленькой, поэтому у меня есть параллельная жизнь помимо сценической. И каких-то сумасшедших амбиций нет, у меня нету. Вы гастролируете много достаточно, в основном по России. Да. Ну, видимо, и санкции, которые сейчас против Да. России и так далее, они тоже влияют на вашу деятельность творческую. Наверное. Много гастролируете. И я, как поняла, организующим таким центром в этих гастрольных делах выступает фонд «Бельканто». Фонд Бельканто нет. Фонд Бельканто — это московская организация, с которой тесно сотрудничает мой супруг. И меня они тоже периодически приглашают выступать на своих площадках в Москве. К нашей гастрольной деятельности этот фонд не имеет кто никакого имеет отношения? С кем вы сотрудничаете тогда? Напрямую с филармониями областными. Да, вы сами проявляете инициативу, связываетесь и так далее. Да, Вот так вот. первое время, да, сейчас Луку приглашают и А кто в вашей ставят в команде? график. Вот Лука, Кристина Эшпа, да, вот кто вам помогает? семья. Да. Семья помогает тем, что помогает с ребенком, помогает дома и все. Что касается творческой деятельности, мы только вдвоем. Мы всегда Только всё сами. вдвоем, никаких помощников, ассистентов и так далее, никого нет. Вы сами вот это все налаживаете, организовываете. Ну, само собой, как-то так все наладилось, и да. Но организационными делами, насколько я уже знаю, занимается в основном Лука. Безусловно. За ним как за каменной стеной? Я просто всегда рядом. Если есть ко мне какие-то задания к исполнению, я их беру и исполняю. Да, Лука в центре, а вы рядом, да? Да. В этом смысле. Да. Хорошо. Но он как настоящий мужчина в данном случае, думаю, себя ведет. К чему вы стремитесь сейчас? Ну, на самом деле, у меня, наверное, ушло такое понятие, как мечта. Наверное, стало понятие цель. Потому что мечта может быть чем-то вообще нереальным. То есть, конечно, это красиво, все, но мечта может быть, не знаю, вот мечта. А цель — это вот что-то такое конкретное, к чему можно дойти, надеюсь, определенными шажочками там. И я очень надеюсь, что у меня хватит времени и сил, чтобы дойти до каких-то моментов. Мне очень бы хотелось издать свою музыку так, как я бы хотела. И, наверное, просто немножечко успокоиться в какой-то степени, иметь какую-то стабильность, но не, то есть не то, чтобы там стабильность, вот там вот сидеть и сидеть. Нет, наверное, финансовую больше стабильность, чтобы иметь возможность больше путешествовать, чтобы иметь возможность больше реализовывать какие-то свои проекты, чтобы, может, даже кому-то помогать в какой-то степени, каким-то талантливым молодежи, которая мне иногда очень нравится, но я понимаю, вот почему в этого человека, не знаю, не вкладывается. Вы исполняете оперные арии русских и зарубежных композиторов. Но, на мой взгляд, выбор большой вообще-то. Как вы выбираете или формируете свой репертуар? Все это вы согласовываете с Лукой или как это происходит? Ну, первый момент — это к какому мероприятию мы готовимся. Если это концерт под аккомпанемент органа, то в первую очередь надо понимать, подходит ли эта музыка для исполнения для аккомпанемента на органе. Он сразу говорит, я возьму это играть или я не возьму это играть. Вот. Это от инструмента аккомпанирующего много зависит. Оркестр, фортепиано, орган. С гитарой, вот у меня недавно был концерт сольный. Привозила я Аркадия Резника в Сухум в прошлом году. У нас была испанская программа, я пела под гитару. Но это значит, что вы, как некоторые артисты, которые годами, десятилетиями практически не меняют свой репертуар, а вы пытаетесь внести определенный креатив в репертуар свой, то есть Вот что-то новое. Если рассматривать вопрос амбиций, ну, наверное, вот у меня вот это сюда вливается. Я очень люблю разнообразие
творческое. И вы сказали про оперные арии русских зарубежных композиторов. Даже нет, в основном. И вообще я не очень люблю, когда меня оперной певицей называют, потому что я... какая вы Я певица? концертно-камерная певица. Я очень много Концертно-камерная. камерной музыки пою, французские песни, романсы русских Романсы поете. зарубежных композиторов, да. Камерной музыке очень много времени уделяю. Меньше, чем оперной. У меня есть несколько крупных таких хороших, больших арий оперных, но я предпочитаю исполнять это, если есть возможность выступить с оркестром. А так я предпочитаю камерные программы, и мне очень нравится, вот опять же, нашу Сухумскую филармонию баловать, например, каждый год новым концертом с новой программой. Вы поете не только джаз, но эстраду тоже, я так понимаю, да, вот эстраду. Какие-то есть предпочтения или же есть какие-то табу? Вот это я никогда в свой репертуар не возьму. А вот это я буду петь. Пусть попса, но я буду петь. Вот как вы репертуар свой формируете? Ну, если это мой концерт, то я пою то, что мне хочется и я считаю нужным в данной ситуации. Если это какое-то частное мероприятие, куда меня зовут, например, как свадьба или как банкет, то как бы они заказывают, и я пою, и я могу петь все, что угодно, абсолютно. То есть даже то, что мне не особо нравится, но вот если, например, клиент ко мне приходит, в принципе, его мой репертуар устраивает, все устраивает, но вот хочет спеть, например, не буду никак там названий говорить, ну что-нибудь совершенно то, что я так понимаю, ой, ну ладно, ну что, выучим. Но я вам другую вещь скажу, например, если еще работаешь с минусовками, с фонограммами, это полбит, это, конечно, немножко бывает иногда противновато, потому что у тебя есть готовая заготовка, и ты поешь. Лепс поет песню «Кайфую». Для меня это вот как бы ресторанная музыка, да, ресторан. Но в целом, понимая уровень его, вот ты и к этой песне тоже начинаешь хорошо относиться. Поэтому, наверное, важно, кто поет. Это тоже. И потом, например, если у меня со мной сидят классные музыканты, то любую песню, ну я понимаю, что там текста, там, как слова из песни не выкинешь, но тем не менее ее можно спеть с кайфом, с драйвом, и даже еще если хорошие музыканты сидят, где-нибудь кто-нибудь что-нибудь поимпровизирует, и это звучит. У нас была такая ситуация в Польше когда-то с музыкантами, есть такая песня, называется «Hey, Sokoły». Она там все про Украину связана, какие-то вот такие старые очень песни, народные. Это такой хит всех свадеб. Или вот что-то такое, что просто, ну, не хочется петь. И вот на какой-то из свадеб или где-то мы пели, и к нам подходит какой-то человек и говорит, вы знаете, там на самом деле очень грустный текст, это народная песня, на самом деле народные песни, они очень красивые бывают. Просто она уже заезжена настолько, что она, правда, звучит как-то так, ой, лучше это не петь. Он подходит и говорит, вы знаете, я первый раз стоял и слушал эту песню просто как песню. Вы, говорит, как играете? То есть, и получается в этой ситуации так. Тот, кто хочет слышать хит, он слышит знакомые слова и знакомую мелодию. Они танцуют, им хорошо. А мы на сцене делаем чуть-чуть по-другому. То есть тут пианист сделал какую-то, не знаю, импровизацию джазовую. Тут ударник сыграл чуть-чуть другой бит. Бас как-то. Голосом где-то додал какого-то драматизма или дал тут. И это уже звучит иначе. Но те, которые хотят слышать именно эту песню, они ее слышат так. А у нас уже есть такое вот то, что это чуть-чуть по-другому, и нам никто не скажет, что за вы ерунду играете. То есть это тоже есть такое. То есть как песню преподнести. Summertime and a living fish are jumping and a cotton is high. Oh, your daddy's rich and your ma is good looking. So hush, little baby, don't you cry.
Вы выступали в Новоафонской пещере. Да. А для чего это было сделано? Интерес. Но как зритель, слушатель, не знаю, воспринял то, что вы сделали? Это было очень красиво, получился большой резонанс, звук какой-то совершенно потрясающий, как нигде, разумеется, в такой акустике природной. Я с этой акустикой знакома с детства, можно сказать. Моя тетя работала там много лет экскурсоводом. И я ребенком, когда она брала меня на работу, по несколько рейсов в день с ней заходила. Я тогда уже начала по-детски немножко заниматься вокалом, и она мне предлагала попеть перед группами по чуть-чуть. То есть я это уже пробовала очень давно. Кто ваши родители, кстати, я, по-моему, так и не услышала, чем ваши родители занимались и занимаются, и потом, наверное, расскажем о вашей дочке. А родители, чем они занимаются? Родители сейчас пенсионеры и заняты, ну как это сказать, сельским хозяйством, можно Сельским сказать. хозяйством? Да, А где да. живут родители? У нас в Тульской области от моей бабушки, от маминой мамы. Домик так они остался. в России Да. в основном да, живут, сейчас да? в России. Да, там очень хорошо. Они обустроились, и очень большое хозяйство у них. Хозяйством занимаются, Да. да? Знаете, вы еще говорили насчет ассимиляции, вот этот момент такой, Да. то, что вот я, на самом деле, я считаю, что я очень сильно изменилась в чем-то. То есть какие-то моменты меня вообще не изменились практически, но во мне появилось гораздо больше свободы и какой-то уверенности, потому что я, на самом деле, была очень неуверенный в себе человек. Это, наверное, тоже такая печать культуры. Вот это надо быть скромнее, надо о себе меньше. воспитывали. Это воспитывали. И это то, что абсолютно противопоказано всем, кто пытаются делать карьеру. Конечно, хорошо соблюдать может определенные рамки, не оставаться культурным человеком, но не делать никому никаких гадостей, быть более наглым, но в хорошей степени. То есть, например, если, грубо говоря, стоит сцена, и на нее есть возможность просто выйти и спеть, чтобы себя показать, огромное количество людей может остаться и сказать: нет, нет, я сейчас не выйду, я не спою. У меня есть такое, то, что если у меня есть возможность пойти где-то себя показать, у меня с этим нет никакой проблемы. Я выхожу, Замечательно, да. и я пою. И когда мне говорят: ты не чувствуешь себя, что это нагло или что ты... Нет, наоборот, это такая свобода, особенно если никому не мешаешь или тебя зовут. Да, я не люблю идти на сцену, если, например, поет вокалистка, то есть я не выйду, ее не подвину, даже если мои друзья говорят: Тамара, иди пой. Нет, то есть все в меру. Все в меру. Да, но, конечно, свободу я получила именно, наверное, из своих вот этих... Из-за того, что я много передвигаюсь, много себя ставлю в очень сложные ситуации, и когда я их решаю, я начинаю как-то себя очень так поддерживать, говорить: Тамара, молодец, что ты справилась, и это дает мне тоже силу. Разрез и тем желание. установкам, которые с детства давали, получается. Да. Да, если это элемент ассимиляции, все равно он положительный. Да, наверное, это, Положительный. наверное, то, что я просто очень много времени провожу сама наедине с собой и наедине со своими, так скажем, проблемами и наедине с моими амбициями. Не рассматриваете возвращение домой? Или дом уже там? Нет, дом у меня всегда один, дом у меня здесь. Возвращаться как на 100% пока нет, потому что вот там меня Royal Albert Hall ждет там, или тому подобное. Но это так, полу в шутку, но, как говорят, в каждой шутке есть доля шутки. То есть мне хотелось бы реализовать определенные вещи, которые связаны с тем, для чего я туда поехала. Хотя, конечно, там очень много разочарований, в смысле, наверное, каких-то уровней того, что я там слышу, но мне там очень комфортно. Просто безумно комфортно. У меня сейчас самая моя главная проблема — это то, что когда я собираю деньги, чтобы заплатить, увижу на счету деньги, соответствующие цены заплатить за свою квартиру, я вздыхаю спокойно. И потом у меня начинается вот опять вот надо дозарабатывать. То есть я хочу выйти на уровень, чтобы у меня просто вот этой проблемы не было. Дочка
Мирослава, по-моему, да, ее зовут? Да. Мирослава. Почему Мирослава? И расскажите о ней просто. Почему Мирослава? Потому что мир и слава. Моя дочка — это мой основной двигатель, мой смысл. Сколько ей лет, чем она занимается, чем увлекается? Вот попробуйте ее презентовать. Буквально несколько каких-то вот предложений, может быть. Ну, какая она? Ну что ж, Мирослава Лукинична Гадыли, 6 лет от роду в мае исполнилось. А, Странно, в кого бы, это очень музыкальная девочка. Занялись мы музыкой, ходит она в школу. А где она учится? В какой школе? Ну, на подготовительное образование в музыкальной школе в Москве мы в течение года ходим, а летом, когда находимся здесь, тоже поддерживаем ее знания и продолжаем заниматься в Пицунской музыкальной школе. Вообще Пицунская музыкальная школа, ну, с такой историей уже. Да. Я для себя это совсем недавно вот открыла. И Лука там, и Барас. Ну, Хибла, наверное, первая вот из звезд, Да. которая там, наверное, училась. Да? Вот, то есть Барас назвал Пицунду культурной столицей Абхазии. О, вот как. Да, даже так, вот очень громко. Ну, кому-то это очень понравилось. Кто-то просто слегка улыбнулся и так далее, но это все равно замечательно, да. Значит, вы думаете, что дочка выберет вот эту вашу траекторию, да, вот музыка, творчество, или пока это рано просто говорить? Рано судить. Творчество, да, но мне кажется почему-то, что не музыка. На мой взгляд, у нее шикарные актерские данные. И еще проблема в том, что вот в плане музыки, там, допустим, голоса или инструмента какого-то, проблема в том, что она коллективист по складу. Она не захочет заниматься какой-то сольной деятельностью, которая предполагает большое количество времени нахождения в одиночестве и такого одинокого труда. Если это музыка, то, может быть, играть в оркестре. Но То есть по характеру из нее получается экстраверт? Вот, да. Экстраверт, да? Хорошо. А вы хотели бы, чтобы ребенок занимался творчеством? Или все-таки какую-нибудь специальность, скажем так, хлебную? Я хотела бы, чтобы ребенок занимался тем, что любит и что приносит ему огромное удовольствие. Чтобы ребенок был счастливым. А счастливым может быть человек с правом выбора, окруженный любовью. Кого вы воспитываете в дочке? В первую очередь, да, человек. Она такая А в очень чем девочка это выражается? сердобольная. Сердобольная? Да, вот она идет куда-то в школу на занятия, там, на математику, куда-то мы ходим в разные секции подготовительные. Она: мамочка, у меня сегодня там на математике там 6 мальчиков и 3 девочки. Значит, сколько мне конфеток надо с собой взять? И вот у нее вот эта вот постоянная потребность кому-то что-то отдать, подарить. Делать что-то хорошее, приятное. Да, да, приятное. ей очень нравится делиться. Она все время хочет что-то отдавать. Вы хорошая дочь, потому что о папе и маме, когда начинаете говорить, у вас глаза блестят. Хотелось бы спросить про вашу дочь. Вот расскажите просто основные вот черты вот, о дочери. Вот коротко, если говорить, что вы о ней нам можете сказать? Во-первых, моя дочка — это мой, наверное, самый близкий друг сейчас. Моя такая подружка. Сколько вам лет? Мне не скажу, ей 18. Нет, я имею в виду ей. Я имею в виду ей. Нет, ей 18. О, Так что у нас большая. есть такой хороший возраст, что мы можем даже к ней по клубам ходить, и везде вместе, и на дискотеки, и в какие-то эти вместе. И нас очень часто так вообще не могут понять, что мы подружки, мы сестры, или вообще как-то... Мама с дочкой. Тоже не особенно принято, даже там, ходить родителям с детьми вместе. Потому что дети хотят отдельно, родители хотят отдельно, у меня этого нет. То есть мне всегда с ней очень комфортно, и, в общем-то, ей тоже. И она у меня юная художница, но она достаточно... То есть она человек творческий, но не с совсем творческим подходом к многим вещам. То есть у нее мозги не совсем творческие. Она очень хороша в математике, она играет в шахматы. Она учится? Она закончила колледж арт и дизайн в Лондоне, и сейчас она взяла академгод, чтобы понять все-таки, куда она хочет поступать.
потому что, может быть, это не будет чисто вот художник как художественное, может быть, будет что-то связано больше с бизнесом, потому что там мозги хорошо в ту сторону работают тоже. Но не теряя, естественно, того, что она делает, потому что она сейчас готовит выставку, она выставляется, у нее даже работа была в Сачи галерее, там, ну, кто знает, это одна из самых престижных Как галерей. зовут дочку? Дочку зовут Соня, вот Софья, ну, называем ее Соня. И что еще хотела о ней сказать, когда-то моя мама, любимая мама, сделала мне такое замечание. Она мне сказала: Тамара, зачем ты, какое-то было слово, типа, уродуешь своего ребенка, потому что ей совершенно все равно то, о чем, что о ней говорят люди. А вот для меня, наверное, это была такая цель того, что она, зная определенные рамки, будучи культурным человеком с определенными ценностями, при этом не слушала то, что ей говорят все вокруг. Потому что у меня эта проблема была огромная. Потому что каждый раз, когда кто-то что-то говорил, у меня была какая-то проблема с этим. Одно дело, когда кто-то говорит что-то конструктивное, кто-то понимает что-то, а другое дело, когда кто-то, абсолютно посторонний человек, говорит что-либо по поводу того, что ты на себя надел, как ты выглядишь, что ты поешь и вообще об образе твоей жизни. То есть те моменты, которые, в принципе, в нашем обществе это принято вот как-то. Хотя ее ментальность, образ мышления, она тамошняя уже? Или вот мне кажется, что в ней удалось сохранить вот это все тоже, потому что она вот сейчас сюда приехала, она уже, у нее опять куча друзей, вот творческая молодежь, она с ними бегает, они что-то снимают, они что-то пишут. То есть она, видимо, немножечко, как я, ей, не то чтобы совершенно все равно, где находиться, но Абхазия, это, несмотря на то, что она родилась в Варшаве, она все равно очень часто говорит, что она из Абхазии. То есть для нее это как-то вот все связано. И она тоже, вот сейчас она тоже, да, чаще приезжать. То есть, конечно, там хорошо, не знаю, получит образование, реализуется, но я не думаю, что будет какая-то ситуация, если, например, она просто будет там жить и никогда сюда не приезжать. Нет, она чувствует себя здесь дома. На будущее, год, два, три, какие-то прогнозы собственные, вы ставите какие-то цели и достигаете их? Или просто вы живете в творчестве и все? Просто живу в творчестве и все. А еще я стоик. У меня всегда полное принятие происходящего. Человек дзен. Да? Да. Я очень, очень спокойная. Лука все время куда-то бежит. У него очень много всегда планов, все время какой-то порыв. Вот. Мне кажется, мы в этом отношении друг друга балансируем. Пообщавшись с ним и с вами, я начинаю понимать, что двигатель все же он. Да? Да. Возможно, у него есть какие-то планы, в которые вас не посвящает? Не знаю. Не посвящают, значит, не надо. Я и сюрпризы тоже люблю. Иногда настолько ухожу в быт и материнство, что там утром просыпаемся. Ну что, вечером чемоданы будем собирать? Я говорю, какие чемоданы? Чего? Ты что, забыла? Мы завтра в Волгоград выезжаем. Ну вот так вот. То есть я, да, хорошо, ладно. Собрала чемоданы, поехала. Раздражает быть честно? Нет, я очень люблю. Да? Что Вот сейчас любите? летом, в течение нашего летнего сезона в Спицунском храме, у меня очень мало времени на дом. Вот. Мне в этом плане его очень жалко, потому что... А дом ваш где? Что вы считаете своим домом? Пицунди? Пицунди, да. Пицунди. Квартира, да. Дом? Что у вас? Квартира. Квартира, да? Да. Хорошо. Да, летом очень мало времени на это, а зимой побольше. Зимой, помимо периодической гастрольной деятельности и чуть более редких концертов, чем здесь, я не обременена ничем, кроме ребенка и дома. Поэтому я очень люблю готовить, я отдыхаю. Любите кофейничать вместе и посплетничать, честно? Или поговорить о планах за чашкой кофе? Мы очень оба любим помолчать. Ваш отец, Юрий Николаевич Воронов,
известный ученый-археолог, кавказовед. Более того, так думаю, что в последние годы его жизни, особенно перед войной в Абхазии, во время войны, как политический деятель стал очень весомой фигурой. В 1995 году, 11 сентября, его не стало. Он погиб. Если бы Юрий Николаевич умер бы своей естественной смертью, там, по болезни и так далее, я, скорее всего, сегодня в такой плоскости не стала бы задавать вопрос. Но чего нам уже скрывать? Понятно, что его убили. Я задаю вопрос его дочери, которая его очень любила, по всей вероятности. Как вы это запомнили? И прошло немало лет, правда, с 1995 года. Но вы это переварили, или же у вас остались вопросы? Ну, так скажем, что вопрос, с одной стороны, тяжелый, с другой стороны, почему-то всегда, когда я вспоминаю папу, мне хочется улыбаться. Даже если это тяжело, и если даже наворачиваются слезы, то это все равно светлое. Потому что мы с ним очень много ходили по горам, мы облазили все горы вокруг. Тут он там мне показывал, мы там находили какие-то интересные вещи, которые он потом сдавал в музей. На его раскопках я сидела там, у меня даже фотки есть какие-то, где я сижу в этих раскопанных могилках, там что-то. То есть, но мне кажется, что, конечно, у меня был тогда такой возраст, что я не до конца могла его оценить. И мне иногда очень жаль, что потом, когда я уже Кстати, выросла... ему было всего 54 года. Да, Сейчас это был я молодой оглядываюсь, мужчина, я вот тоже да, сейчас... Да, 54 года, да. Мне, конечно, очень жаль, что я на очень многие темы не могла с ним поговорить. И иногда вот я думаю о том, вот, а как бы к этому папа отнесся? Иногда даже маме говорю, а вот папа бы наверняка, а почему ты так думаешь? Я говорю, а вот папа бы, наверное, все-таки вот это одобрил. Ну, например, или такая-то ситуация. Вот, как я это переварила? Вы знаете, в тот момент, я помню, сам момент, он был ужасный, потому что мы были с мамой в Москве, и мне позвонила ее знакомая, и просто как вот, ну так, не задумываясь, просто мне сказала, ой, Тамарочка, а ты слышала, твоего папу убили? Ну, люди странные бывают. Да. И после этого у меня был какой-то момент, когда я вообще не плакала. Я помню, что я заплакала после похорон, когда я пришла домой. Ну, вот я уже все, я вот разревелась. И я помню, кто-то где-то сказал какую-то такую фразу, что вот дочка стояла Воронова на похоронах и даже не плакала. Мы, люди, так приспособлены, что мы можем пережить, в принципе, все. Хуже, лучше. Главное в таких ситуациях не потерять воспоминания, не потерять их, оставить вот эти добрые воспоминания и передавать, наверное, следующим поколениям, чтобы они помнили, знали. Вот. И в этом будет, наверное, такая дань памяти и то, что этот человек, пока мы его помним, он в какой-то степени жив, и он с нами. Вот и все. По-другому все равно продлить жизнь не получается. Это было для всех большой трагедией, и для народа Абхазии, который, слава Богу, до сих пор помнит и чтит его. Конечно. И за это огромное спасибо. Я надеюсь, что так и будет продолжаться. Конечно. Что... Уверена, Да. уверена. Финальный вопрос. Хотелось бы спросить, вот с вашей точки зрения, какой вопрос является сегодня наиболее актуальным, ключевым, приоритетным? Их много, я понимаю, в нашей жизни. Но вот именно на этом этапе нашего абхазского пути, путь-то наш непростой, что важно сейчас? Я думаю, сейчас очень важно осознавать то, чем мы одарены, осознавать, поддерживать. Вопросы экологии вот сегодня коснулись чуть-чуть. Вот такие глобальные вещи меня беспокоят.
вроде как Экология, например. не совсем вот, меня это да, касается, как-то, ну, так прямо, да. Мгм. Просто я приезжаю и получаю здесь такое удовольствие от этого моря, от этого солнца, эти горы, эта растительность, все это. Что всё мы должны такое. для страны делать? Какой вопрос важный еще, помимо экологии? Это тоже очень важный вопрос, согласна. Вы знаете как, вот идеальный мир, что такое идеальный мир? На мой взгляд, это когда каждый человек занят своим делом по предназначению. Ну Мы вот да- в этом все. Что вы нам скажете? Мы все должны работать много? Мы все должны делать то, что можем. Во-первых, наверное, надо, чтобы абхазский народ был очень объединенный, чтобы не ругались друг с другом внутри, чтобы все объединились для того, чтобы наша страна процветала. И не просто процветала, чтобы она существовала, потому что тенденции в мире такие, что неизвестно как, что может произойти. Для этого очень верю в нашу молодежь, то, что все-таки они принесут что-то новое. При этом внутри, не потеряв своей самобытности, и не потеряв очень многих хороших традиций, которые есть, особенно каких-то осознанных традиций. Каждый раз сюда приезжаю, и есть моменты, да, которые меняются, может быть, в лучшую сторону. Я бы не сказала, может, что в худшую сторону. Но вот что мне очень такой был маленький плюс, но как бы который вроде мелочь, но приятно. У нас водители стали пешеходов пропускать. Ну да. Вот, да, а вот да. для меня это было так, что вот я всегда переходила там улицу, где вот аптека вот ночная, вот где-то в том районе перехожу, и всегда стоишь и ждешь, чтобы на тебя никто не наехал. Пропускают, такие это было приятно. Много отстраивается чего. Я понимаю, что, скорее всего, это частным сектором отстраивается. Опять-таки, это все надо отстраивать с большим умом, чтобы, опять-таки, не потерять вот этой прелести и атмосферы старого города. Согласна. Тем более у нас огромное количество неосвоенных пространств, даже без всякой вырубки деревьев, которые можно застроить, например, как-то. Ну, это ко всему подойти не только с коммерческой точки зрения, а думая о Абхазии и о потомках. Вот. И, конечно, но есть моменты, которые остаются какие-то, как всегда, не знаю, набережная, море, горы, воздух, атмосфера. Всегда можно поехать в горы, там немножечко отдохнуть, очистить, не знаю, мысли, энергию, получить какую-то, потому что здесь потрясающая энергия, которую надо получать, пока здесь находимся. И просто не сдаваться ни при каких обстоятельствах. Спасибо большое. Это был «Абхазский путь».